На сегодняшний день в Якутске имеется более 250 аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Общая площадь составляет более 120 тысяч квадратных метров. Эти дома внесены в реестр аварийных домов, который был представлен Министерству архитектуры и строительного комплекса республики при создании механизма переселения граждан из аварийного жилого фонда. Особое внимание уделяется жилому сектору, где невозможно дальнейшее проживание. В окружной администрации прошло совещание, на котором обсудили план по сносу и проблемы, которые возникают при сносе. Сегодня у нас, между тем, ветхое аварийное жилье сохраняется. Некоторые вообще представляются невозможным для проживания, что печально, конечно. И самое страшное там то, что это представляет, конечно же, особенно в деревянном жилом секторе, пожароопасную ситуацию. Поэтому давайте поговорим. В строительном округе по улице Суворова, 24 был снесен многоквартирный деревянный дом. Сейчас на его месте груды переломанных прогнивших брусьев. На очереди соседний дом номер 28. Жители этих домов переселились в новостройку в рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. В этом году у нас план стоит порядка 48-50 домов снос. На сегодняшний день у нас 17 домов уже снесено. И вот оставшиеся дни мы должны 28-30 домов также еще дополнительно снести. Основное ветхое аварийное деревянное жилье у нас находится в строительном, автодорожном округе. И более 10 домов в этом году мы должны снести в промышленном округе. Вместе с тем имеется проблема, поскольку не сразу жители находят компромисс с мэрией и до последнего не спешат освобождать от вещей квартиры, которые уже отрезаны от коммуникаций. Сейчас перед нами стоит, сзади меня стоит дом Суворова, 24, стоит уже почти год от расселения, то есть люди расселились. 28-му дому, значит, вот он стоит в плане, то есть рассчитывали, что сегодня уйдет, тоже так же под снос. Но дело в том, что там с 8-й квартиры госпожа Вершинина оставила свои вещи в залог. Сейчас вот с ДЖО она там решает, департамент жилищных отношений решает вопрос о заселении ее. Но Игорь Васильевич Ткаченко заверил меня, что, значит, она договор сегодня подпишет. Если сегодня подпишет, значит, техника перейдет на соседний дом. В этом году на работы по сносу в рамках программы выделено 10 миллионов рублей. Оператором по сносу является МУП «Жилкомсервис». Данные работы производятся в рамках реализации долгосрочной программы переселения граждан из аварийного ветхого жилья. Для сноса дома мы используем тяжелый трактор «Тагил», экскаватор. У нас есть определенные сложности именно с выносом коммуникаций низкочастотных линий Ростелекома, радиотелефона, которые идут по крышным помещениям. Хотелось бы, чтобы Ростелеком более профессионально подходил к этому вопросу и мы производили совместные работы вместе. В 2015 году в Якутске было снесено 106 аварийных домов, в 2016 году – 140 домов, в 2017 – 71. Самое большое количество аварийных домов снесено в автодорожном, Цесарском и строительном округах. В этом году в планах снести порядка 48-50 домов. Сейчас определяются графики сноса.